Изменения в пенсионной системе должны быть справедливыми и учитывать интересы граждан. Владимир Путин сегодня вечером даст развернутый комментарий по вносимым пенсионным поправкам. Новые растения в Якутии. За последние годы в регионе ученые обнаружили 10 новых видов. Сегодня стартует Венецианский кинофестиваль. Заявлены ли российские картины в этом году? Обо всем этом и не только смотрите в этом выпуске. Мы продолжаем эфир телеканала «Якутия-24» выпуском новостей. Поговорим о главных событиях к этому часу. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Руководитель региона в прямом эфире отметит на вопросы якутян. Прямая линия с Айсеном Николаевым пройдет в субботу, 1 сентября. Начало трансляции в 19 часов по якутскому времени. Руководитель республики ответит на интересующие якутян вопросы, расскажет о путях решения наиболее актуальных проблем и выскажет свое мнение по ключевым направлениям развития Якутии. Трансляция пройдет на телеканалах НВК Саха, Якутия-24, Мамонт и Радио Т-Тим. Задать вопросы Айсену Николаеву можно будет во время прямого эфира, позвонив в студию. Это будет первая прямая линия Айсена Николаева на посту руководителя республики. Владимир Путин попросил правительство не забывать, что все решения по изменениям параметров пенсионной системы коснутся судеб миллионов людей и должны быть справедливыми и учитывать интересы граждан. Об этом президент заявил на совещании по социально-экономическим вопросам в Омске. Он отметил, что нужно понимать, что ждет страну через 10, 20 и даже через 30 лет. Если преобразования необходимы, то именно для того, чтобы пенсионная система России не только соответствовала реалиям сегодняшнего дня, но и обеспечивала достойное качество жизни. Понимаю, что правительство при подготовке законопроекта руководствовалось жесткими экономическими, финансовыми, демографическими расчетами. Так и должно быть. Это важно, это необходимо. Но прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей и должны быть справедливыми, учитывать интересы граждан. Здесь нельзя действовать механически, формально и только взвешенно и только осторожно. Считаться самыми разными жизненными ситуациями, с которыми люди сталкиваются. Именно такое человеческое измерение должно присутствовать и в предлагаемых нормах законопроекта. Также в ходе совещания Владимир Путин заявил, что намерен выступить с заявлением по поводу изменений параметров пенсионной системы. Свою позицию по этому вопросу президент озвучит в 18 часов по якутскому времени сегодня. К другим темам. Причиной пожара в двухэтажном расселенном доме в поселке Светлый Мирнинского района стал поджог. Об этом сегодня заявили в Государственной противопожарной службе Якутии. В результате пожара огнем повреждено здание по всей площади 360 квадратных метров. Пожар в доме на улице Таежной произошел 27 августа около 2 часов ночи. По данным МЧС, дом расселен, виновник пожара устанавливается. Специальные учения с подразделениями радиоэлектронной борьбы, в которых принимают участие 1500 военнослужащих, стартовали в 6 регионах Дальнего Востока и Забайкалья. Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, задействовано около 500 единиц специальной техники, в частности, комплекты «Краснуха», «Мурманск» и «Москва». Отмечают, что задача военнослужащих на учениях – радиоэлектронное прикрытие одновременно нескольких важных объектов от ударов авиации противника. Формирование сплошного помехового поля, обнаружение и блокировка узлов связи, постановка помех спутнику. Также проведут оценку и анализ действия групп по борьбе с беспилотниками противника. На территории России насчитывают более 11 тысяч видов сосудистых растений, свыше 10 тысяч видов водорослей и около 5 тысяч видов лишайников. На территории же нашего региона произрастает более 2000 образцов растений, и это число только растет. За последние 10 лет ученые Якутии обнаружили около 10 новых видов растений. Говорят, флора и фауна нашего региона обогащается, так как меняется климат и появляются новые виды растений, которые ранее не произрастали на территории республики. Образцы растений хранятся в гербарии Института биологии. Как отметили в институте биологи, новые виды растений часто встречаются в южных районах Якутии, а также в центральной части республики. Мы каждый год ездим в экспедиции, и кто-то что-то все равно находит новое.
Ну, к рубежу. В год сколько таких новых вы открываете? Не. Либо последние десятилетия сколько видов новых? Ну, по одному виду, и того достаточно. Угу. Потому что сразу-то все не находишь. Есть виды, которые были найдены давно, уже их конкретно можно назвать сортными, а есть виды, которые заносные, но еще не распространились. Тем временем в столице региона в рамках тренинга обсудили тему инвалидности. Организаторы считают, что слово «инвалид» – клишированная медицинская терминология, мало имеющая отношение к человеку с ограниченными возможностями. Тему продолжит наш корреспондент Анастасия Данилова. Как вести себя в обществе людей с ограниченными возможностями? Как сохранить ту тонкую грань, чтобы не показаться равнодушным, но и не быть излишне заботливым? Лучше всего такие вопросы обсуждать вслух. И мне всегда было интересно, как общаться с людьми с инвалидностью. Ну, то есть, как им будет комфортнее, так как я не то что часто контактирую, но бывают такие случаи. И, в общем, было интересно. Конечно же, сегодняшняя дискуссия произвела очень много впечатлений, так как было очень много мнений, что очень хорошо наоборот. Да? Бывали семинары, конечно, которые тихо, мирно проходили, да? И бывало, люди не доходили до сути самого семинара. Но то, что сегодня вот такая дискуссия появилась, это очень радует, потому что люди заинтересованы этой темой. Обсуждение проходит в неформальной игровой форме. Организацией занимаются молодые активисты, кому не безразлична судьба людей с инвалидностью в современном обществе. И мы создаем коммуникации, придумываем мероприятия, что-то это тут нас 5. А так у нас очень большой актив из разных ребят, вообще совершенно с разных организаций. Суть наша, скажем так, объединить формальные и неформальные организации. Вот это вот найти вот здесь вот точки соприкосновения. Такие занятия необходимы для формирования у людей толерантного отношения ко всем окружающим, независимо от их физического состояния и особенностей развития. Анастасия Данилова, Георгий Григорьев, Якутск. Профсоюзные лидеры, работники социальных служб «Алроса» и дочерних предприятий в минувшие выходные провели выездной семинар-тренинг. 60 участников и 2 дня обучения с приглашенными тренерами. И все это в пионерской тематике. Сюжет Марфы Яковлевой. Красные пилотки и пионерские галстуки. Время будто вернулось вспять. Так началась необычная 4-я смена в лагере «Орленок». Социальные работники и профсоюзные активисты собрались на семинаре-тренинге, проводимом профсоюзом «Профалмаз». Место задает тон. Да? Мы все вообще в жизни очень, большинство из нас серьезные люди. Да? У нас очень много работы, и хотелось бы немножко людей переформатировать, перезагрузить. Перезагружались участники 2 дня. Учились мыслить нестандартно, изучали технику современного общения и развивали навыки публичного выступления. И все это на свежем воздухе. Практической информации, ту, которую можно применять каждый день. Нам раздали блокноты с ручками, поэтому это все записывается, потом осмысляется и просто применяется в жизни. У нас есть возможность неформально пообщаться с каждым, наладить какие-то связи, контакты более тесные, чем они были ранее. Я думаю, что это все пригодится очень в нашей совместной работе. Мы друг друга здесь узнаем в лицо, общаемся. Очень хорошая энергетика, все очень радостные. В общем, я очень доволен. Временными пионерами в эти дни стали более 60 профсоюзных лидеров, а обучали их приглашенные тренеры из Алтайского края, делились своим опытом и профессиональными секретами. Вернувшись домой, они все те методики, все те возможности, которые мы им показали, объяснили, показали, как это действовать, они будут применять у себя на примере в своей, так сказать, небольшом коллективе, да, для того, чтобы еще больше людей могло понять, насколько плюсов много у профсоюзной жизни. На семинаре не только обучались. Профсоюз «Профалмаз» также подвел итоги оздоровления работников и озвучил планы своей работы на следующий год. Специальные интервью с приглашенными тренерами, впечатления участников – об этом мы расскажем вам на нашем телеканале в ближайших информационных выпусках. Марфа Яковлева, Антон Каханский, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».
В Астрахани в кинотеатре «Иллюзион» прошел показ фильма якутского режиссера Эдуарда Новикова «Царь-птица». Местные СМИ пишут, что кинопритча завораживала. Зрители выходили из зала со словами «потрясающий фильм». Также сегодня стартует Венецианский кинофестиваль. Его откроет фильм «Первый человек», посвященный американскому астронавту Нилу Армстронгу. В главном конкурсе в этом году нет фильмов из России. Зато в «Горизонты» отобрали «Человека, который удивил всех» Натальи Меркулова и Алексея Чупова. А в документальной программе покажут «Процесс» Сергея Лазницы и «Аквареллу» Виктора Косаковского. Подробнее расскажет Сергей Берец. В Венеции завершаются приготовления к юбилейному 75-му кинофестивалю. В числе прочих ожидается приезд звезды «Ла Ла Ленд» Райана Гослинга. Он сыграл в фильме «Первый человек» о пионере полетов на Луну Ниле Армстронге. Картина открывает фестиваль. Недостатков в знаменитостях не будет, говорит директор смотра Альберто Барбера. Мы ждем Леди Гагу, Брэдли Купера, Натали Портман. Число талантов и звезд столь огромно, что все имена и не упомнишь. Первая названная пара артистов играет в фильме «Рождение звезды», идущем вне конкурса. В предыдущих версиях блистали Джуди Гарланд в 1954 году и Барбара Стрейзанд в 1976. Компания Netflix привезет в Венецию 6 фильмов, в том числе доснятое посмертно произведение Орсона Уэллса «Другая сторона ветра». Фирма отказалась от участия в Каннском фестивале из-за французского права первой ночи на кинопродукцию. Премьеры Netflix проходят в формате потокового видео. Не вижу причин, почему бы не приглашать такие фильмы на фестиваль. Он должен быть открыт всему новому, что происходит на рынке. Братья Коэны представят балладу о Бастере Скрагсе. Лента планировалась как сериал Netflix, но в итоге снята в виде фильма-антологии «Истории о Диком Западе» с Лиамом Нисоном и Томом Уэйтсом. За главный приз «Золотого льва» будут бороться 2 дюжины фильмов. И лишь один из них «Соловей» сняла женщина Дженнифер Кент из Австралии. В индустрии кино заправляют мачо, и у них масса предубеждений против женщин. Я уверен, что положение будет меняться, но это не дело директора фестиваля – помогать таким переменам. Я придерживаюсь одного критерия – качества фильма как такового. Пол Гринграсс, режиссер боевиков о Джейсоне Борне, покажет ленту, сюжет которой основан на реальном событии. Это история о массовом убийстве, совершенном норвежским неонацистом Берингом Брейвиком в 2011 году. Жюри фестиваля, который пройдет с 29 августа по 8 сентября, возглавит мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо. На этом у меня пока все. Спасибо за внимание и всего вам доброго.